Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире АЛЛАТРА24, программа «Социум». Современные тренды финансового рынка, вызовы и перспективы. Это тема очередного Бишкекского международного финансового форума, который состоится в Бишкеке 30 и 31 мая. О предстоящем финансовом мероприятии мы поговорим с президентом Союза банков Кыргызстана Анваром Абдраевым. Сегодня он гость программы «Социум». Здравствуйте! Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Итак, Бишкекский международный финансовый форум – это ежегодное мероприятие, которое в нашей стране проводится в этом году уже 6-й раз, даже 7-й раз. И авторитетная площадка, на которую собираются авторитетные и представительные участники. Скажите, пожалуйста, каким образом тема нынешнего Бишкекского финансового форума сочетается с тем, что необходимо и развивается в нашей стране? Вы знаете, еще в прошлом году, проводя 6-й финансовый форум, мы определяем обычно будущее развитие этих мероприятий. И мы предварительно говорили, продолжим ту тему, которую начали в прошлом году. То есть это новые банковские технологии и развитие зеленой экономики. И как раз мы попали, в общем-то, в тот тренд, который был объявлен нашим президентом, это цифровизация и развитие регионов. Поэтому, само собой разумеющееся, вот то, что мы, основной тренд – это развитие финансовых услуг в том направлении, которое объявлен этот форум. То есть два основные направления или две темы, которые мы хотим озвучить на этом форуме. Это цифровизация и развитие регионов через цифровизацию и развитие экономики, устойчивое развитие экономики через зеленую экономику. Вот, наверное, те основные вопросы, которые мы завтра будем обсуждать. Форум – это площадка для обмена мнениями, да, обсуждения последних трендов в финансовом рынке. Скажите, пожалуйста, кто соберется на одной площадке, насколько этот форум будет представителен? Вы знаете, вот может быть, не скромно это звучит, но такой вот форум финансовый, именно финансовый форум в Центральной Азии, он уникальный, потому что ни в одной стране на сегодняшний день вот такого характера форум, именно финансовый форум, именно с участием банковского сектора не проводится. И мы 7 лет назад, когда задумывали, мы попытались вот собрать на этой площадке тех людей, которым интересно это направление. И вот опыт проведения этих мероприятий говорит о том, что этот интерес, он не пропал. В этом году к нам приезжают 3 крупных китайских банка. Руководство китайских банков – это Банк Китая, Народный банк Китая, Индустриальный банк Китая. К нам уже стал традиционным приезд наших уже очень близких наших соседей узбеков, узбекских Амкорбанк представителей. Из Казахстана мы ожидаем, естественно, Российская Федерация, Украина, Беларусь, представители британских компаний, представители французских компаний, которые работают непосредственно с нашими банками. Ну и, естественно, наши предприниматели, финансисты, банкиры, которым очень интересны вот эти направления. Сегодня эта тема, она звучит, в общем-то, повсюду, и я думаю, что мы находимся в правильном направлении, что начинаем развивать, и, наверное, надо об этом больше говорить и делиться опытом. У нас есть опыт, которым мы можем поделиться. Я думаю, в большей степени, конечно, нас интересует опыт тех представителей, которые приедут на этот форум и поделятся своим опытом, то, что происходит в этих странах. Итак, значит, работа форума будет организована в 2 секциях, которые называются «Цифровизация финансовых сервисов в регионах», «Зеленая экономика» и «Устойчивое финансирование». Скажите, пожалуйста, обсуждением какую приносит практический результат? Ну, вы знаете, говорить о том, что на этих форумах заключаются какие-то сделки, какие-то контракты, наверное, это не совсем уместно будет, но то, что на протяжении, я уже сказал, 7 лет проводится, и те компании, которые стали основными нашими партнерами на протяжении последних лет, они уже работают со многими нашими банками, со многими нашими микрофинансовыми институтами, то есть предлагают свои программные решения,
банковских операций, предлагают новые технологии, я думаю, это уже позитив. Второй момент – это обмен опыта работы банковского сектора, финансового сектора в тех странах, в которых мы сегодня достаточно эффективно и, наверное, плодотворно сотрудничаем. Я думаю, что у нас есть площадка, есть возможность для проведения, и я думаю, с каждым годом эта площадка она будет расширяться. В следующем году, кстати, мы собираемся провести здесь очередное заседание Международного банковского совета в рамках этого форума, на который будут приглашены представители более 25 стран, которые входят и в евразийские наше сообщество, и за пределами. Это страны Центрально-Восточной Европы, Китая, Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть форум расширяется. Я думаю, те познания или тот опыт, который озвучивается на этих форумах, он, ну, как бы сказать, воочию услышать и увидеть то, что делают в других странах. Это очень хорошее место для обмена опытом, для изучения того, что происходит в мире. Если говорить о роли и месте финансовых институтов именно в цифровой трансформации, отводится какое место? Вот я бы хотел здесь отметить один момент. Организаторами этого форума является Союз банков совместно с Национальным банком, Министерством экономики, ПРООН. И одним из основных партнеров является проект Госкомитета по цифровым технологиям. Это проект Digital Кыргызстан. И здесь мы видим очень, как бы сказать, соприкосновение наших точек и позиций в развитии тех направлений, о которых говорил наш президент. То есть развитие цифровизации, и банковский сектор может выступить как бы одним из двигателей, основных двигателей вот этих идей, которые прозвучали именно и в том числе в развитии регионов, и в том числе доступность финансовых услуг, и в том числе цифровизации экономики. На ваш взгляд, как цифровые технологии помогут развитию регионов? Вы знаете, сейчас уже делается банками немало. Сегодня достаточно серьезно. Большинство банков уже внедряют так называемый удаленный доступ к финансовым услугам. Это мобильный банкинг. В ближайшее будущее мы предлагаем, и уже работает рабочая группа в составе Союза банков о создании финансового маркетплейса, то есть удаленного доступа ко всем финансовым услугам, которые предлагаться будут и предлагаются банковским сектором. Мы сейчас на стадии переговоров с рядом, ну скажем так, российских компаний, казахских компаний, с которыми мы хотим на их или на совместной платформе внедрить вот этот бизнес в нашей стране. То есть здесь удаленный доступ, не имея значения, имеются ли банковские офисы в тех или других регионах страны, находясь на достаточно удаленном расстоянии, можно достигать или получать те банковские услуги, которые получаются, в общем, непосредственно физическое присутствие в офисах банках. Ваши ожидания и пожелания участникам форума? Ну, ожидания, в общем, достаточно оптимистичные. Я думаю, он завершится достаточно, пройдет достаточно уверенно, успешно. И мы сейчас рассматриваем те проекты резолюции, которые присылают участники форума. Я думаю, что форум даст толчок развитию тех инициатив, которые были проявлены и проявляются президентом, то есть развитие цифровизации, развитие регионов, развитие экономики вот, в направлении экологической безопасности, развитие именно зеленой экономики. Мы будем, я думаю, это даст толчок для аккредитации ряда финансовых институтов. Мы, кстати, в этом направлении тоже большую работу проводим. В Зеленом климатическом фонде создана специальная тоже рабочая группа. Я думаю, работа форума даст хороший, как бы сказать, толчок для дальнейшего внедрения тех инициатив, которые проявляются банковским, финансовым сектором вот в этих направлениях. Ну что ж, успехов и продвижения всем участникам форума и вам лично. Уважаемые телезрители, спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с президентом Союза банков Кыргызстана Анваром Абдраевым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.